Мы предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию по жемчужине степного края, столице Агинско-Бурятского округа, поселок Агинское. Населенный пункт возник в 1811 году, а первые упоминания о селении связаны с тем временем, когда представители 8 родов Хори-Бурят из Прибайкалья в 17 веке отделились и перекочевали в Агинскую степь. Наиболее подходящим оказалось место, занимаемое ныне Агинским. Здесь поставили юрты, каждый род свою, и образовался хатон, юрточное поселение. Путешественник Григорий Потанин, проездом посетивший Агинское в 1898 году в своих записях упомянул: Агинское селение состоит из 2 улиц, в селении до 50 домов. Есть деревянная церковь, здание Степной думы, 2 школы, улусная, миссионерская и до 7 торговых лавок. В 1900 году указывается, что в Агинском тогда проживали 450 человек. Основным занятием бурят было животноводство, русские семьи занимались хлебопашенством. В 1937 году был образован Бурят-Монгольский национальный округ. Село Агинское становится окружным центром. В 1958 году округ получил статус Агинского бурятского национального округа, а 18 июня 1959 года населенный пункт Агинское отнесен к категории рабочих поселков. В 1950-60-х годах прошлого столетия шло интенсивное строительство жилых домов, объектов социального и культурного назначения и административных зданий. В настоящее время городской округ поселок Агинское – это уютный городок с современной инфраструктурой. Сегодня мы пройдемся с вами по улицам нашего поселка, названных в честь известных людей и наших героев. Улица Татаурова является одной из первых улиц. Братья Татауровы Владимир, Петр, Александр и Гаврила Пантелеймоновичи, оторвавшись от родных обжитых мест Беломорья, потомки викингов, прошли всю Россию с запада на восток. Через Тобольск, Иркутскую губернию, Бурятию шли искать свободу и благодатные места для проживания, скрываясь от налогов, насилия и жестокости. На сегодняшний день улица Татаурова лежит на федеральной трассе. Она делит поселок на Заречную и центральную части. Не случайно улица расположилась именно на этом месте. Это связано с тем, что Татауровы пришли с Беломорья, прошли всю Россию с запада на восток. Улица имени Героя России Бадмы-Жабона расположена в западной части поселка, перед микрорайоном Западный. Торжественное открытие было в мае 2005 года. Бадмы-Жабон родился в 1919 году в селе Алханай Дулдургинского района. С первых дней войны воевал в составе 250-й воздушно-десантной бригады на Центральном фронте. В Брянских лесах организовал отряд «Спартак», где он командовал ротой. Участвовал в более 300 боевых операциях в Брянской, Сумской, Орловской, Курской областях. После войны работал в колхозе РТ село Алханай. В 2005 году присвоено звание Героя России. Улица имени Героя Советского Союза Базара Ринчино находится в центральной части поселка Агинское. Базар Ринчино родился в 1923 году в селе Цаган-Оль Магойтовского района, окончил Агинский педагогический техникум, работал учителем. Боевой путь составил всего 4 месяца, с сентября по декабрь 1943 года. Старший сержант в первом же бою вынес с поля боя своего командира, дважды уничтожил огневые точки противника, в числе первых поднимался на контратаку. Вдвоем с рядовым сумел захватить в плен 23 немца, отличился при форсировании Днепра и освобождении Киева. 28 декабря 1943 года героически погиб в Улица имени Героя социалистического труда Бальжинимы Мажиева расположена в северо-западной части поселка Агинское, в районе больничного городка, параллельно улице Потанина и примыкает к улице Жабы. Со слов жителей данной улицы, первые дома появились в 2002 году. Бальжинима Мажиев родился в 1917 году в Улусе Турка Читинской области. В
1935 году переехал в село Хорошибирь Макойтовского района и до и после войны работал бессменным председателем колхоза имени Кирова, который под его руководством отмечен многими государственными наградами. Улица имени Гамбажапа Ципикова расположена в центральной части поселка. Улица, названная именем великого путешественника, исследователя, этнографа, востоковеда, исследователя Центральной Азии и Тибета, государственного деятеля и деятеля образования Российской империи, переводчика, профессора ряда университетов. Память о знаменитом талантливом писателе 19 июля 1967 года решением исполкома Агинского поселкового совета депутатов трудящихся Агинского района Читинской области принято решение о переименовании улицы Подгорная в улицу Балданджабона Жамьяна Балдановича. Жамьян Балданджабон – писатель, поэт, общественный деятель, талантливый человек. Его жизнь интересна и многогранна. Он был одним из самых образованных людей нашей малой родины, и для своей родины он сделал многое. Улица имени Цибена Жамцарано расположена в северо-западной части поселка Агинское, в районе больничного городка. Цибен Жамцарано является одним из выдающихся российских ученых-востоковедов, организаторов науки и общественно-политических деятелей первой половины XX века. Он вошел в историю бурятского монгольского народов как просветитель и крупный ученый-исследователь. Улица имени Героя России Алдара Цидинджапова находится в микрорайоне Западный. Алдар Цидинджапов родился 4 августа 1991 года в поселке Агинское. В ноябре 1909 году был призван на службу, был матросом Тихоокеанского флота России, погиб во время несения службы на эсминце «Быстрый», предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле. Он спас от возможной гибели само судно и экипаж в составе примерно 300 человек. Улица имени Героя России Андрея Днепровского расположена в западной части поселка перед первым кварталом микрорайона Западный. Флотский разведчик морской пехоты Андрей Днепровский родился в семье офицера во Владикавказе в 1971 году. Закончил среднюю школу села Цаганчелотай Макойтовского района. С января 1995 года прапорщик Днепровский служил в Чечне. На его личном счету был десяток захваченных живьем языков, в том числе 2 полевых командира. Геройски погиб 21 марта 1995 года при захвате боевого охранения дудаевцев на подступах к господствующей высоте. Алтан хан том тамне алам